что, друзья, всем большой привет! Наконец-то мы дождались плюсовую температуру, и у нас очередной заезд на Весновку. В этом году у нас никак не получается заехать, вернее, мы заезжали с Весновкой, ничего не получается. Минус, замороженный северный край, Коми-край в этом году дает джазу. Попробуем на этот раз. Наконец-то переломило, наконец-то плюс. Погнали. До свидания, наш родной Троицко-Печорск. Надеюсь, на этот раз все получится. Был снег, было очень много снега. Были заморозки до минус 6, до минус 7 градусов. Река Печора в среднем течении вся еще стоит. Никакой весны у нас не было в этом году. Вы сами все видели прекрасно. Сегодня заезжаю один. Ромка работает. На выходных у него дела. Ну и потом заезжаю до субботы. В субботу у меня рабочий день. Так что раз, два, три дня, надеюсь, у меня получится пожить хотя бы немного в тайге, на Весновке. И надеюсь, все у нас получится. Погнали. Ну что, друзья, новые следы медведя. Мишка ходит рядом. Не сейчас, но когда с Ромкой приезжали, вот этих следов еще не было. Это было уже после того снегопада. Вон, отчетливо видны коготочки. Вон, бац. Нас немножко проваливался, но еще держит. Вот этих следов еще в прошлый раз не было, но по размерам следов это походу один и тот же медведь. И сейчас самое главное, чтобы он не нахулиганил везде, потому что все продукты, что я завозил, находятся, часть из них в избе, в ящике, часть в сумке висит на веранде. В общем, самое главное. Ну и, конечно же, будем крутить головой на все 180 градусов и смотреть в оба, потому что встреча с голодным медведем весной, нежелательно, скажем так. Погнали. Будем смотреть в оба. Ну, естественно, вон у меня ствол наготове. Еще следы косолапого. Те же самые. В прошлый раз этих не было, но по размеру они такие же. Так, ну вот и наша избушечка. Ну, вроде как все целое. Все как оставляли. Сумка с продуктами висит. Супчик, макароны. Все на месте. Привезли еще супчик. Еще супчик. В общем, всего понемножку. Продукты пока сюда. Потом все разберемся. Так, ну что. Здравствуй, избушечка. Вот мы опять здесь. Вот мы. Так. Аппаратуру сюда. Эту сумочку сюда. Все. Вот мы здесь опять. Ничего, топить пока не будем печку. Сейчас
Посмотрим. 2,4 плюса. %70 заряда на титанате. Все нормально. С собой ничего не берем, потому что, надеюсь, все будет нормально. Ночью на пару часов придем, наверное. Или нет, попить я возьму все-таки. Термос, наверное, это и рюкзачок на всякий случай. Вдруг уток настреляем, придется складывать. Все, погнали. Так. Ручей у нас спит. Вот такое вот состояние ручья. В принципе, можно даже ездить. Там небольшой промежуток земли есть, но ничего, ураган вытащит. Здесь мост на месте. В принципе, вроде как не всплыл. Проверить тоже, я так думаю, можно ездить. Ну, сейчас по прогнозу 2-3 дня без минуса. Я так думаю, ручей проснется и зажурчит с новой силой. Я так думаю, через пару дней здесь снега на подъемах уже не будет. Это чисто мое мнение. 2 недели назад мы сюда, когда заезжали, тоже я думал, что весна наступила и все хорошо, и все прекрасно. И весновка начинается. В итоге 2 недели прошло, ничего не началось. Ладно, посмотрим, что получится на этот раз. Так, ну что, в принципе, неплохо. Подходим к озеру. И что я вижу? То, что открыто уже примерно площадь размером 30 на 30 где-то, наверное, метров. Возле шалаша как раз самое лучшее время, когда озеро стоит, все подо льдом, и возле шалаша открыто. Утки садиться некуда, сядет только сюда. Самое лучшее время, вот день-два, потом, когда озеро откроется, будет уже не то. В принципе, сейчас самое то. Очень, конечно, плохо то, что не вижу уток я здесь. Ничегошеньки не взлетело при подходе. Но это ерунда. Главное, есть вода. И это хорошо. Так. Где у нас шестик? Шестика не видать. Там, наверное, дальше. Ладно. Тут как бы вроде нормально было. Ладно. Следующее включение возле моста. Посмотрим, в каком он состоянии. Здесь уже снег растаял. В прошлый раз с Ромкой мы тут еще катались. Вот такое вот озеро. Ну а болото, конечно же, как луг, уже полностью высохло. Опачки! Бля, употел весь. Так, ну чё? Наш мостик, мосточек, в принципе, сел на место. Так, где шест? Так, где он? Не вижу. Вот, видите, да? Почему мы здесь построили этот мост? А потому что здесь совершенно совсем нет дна. Ромка уже показывал. Раньше мы здесь проходили, потому что верхний слой болота держал. Мы как по коврику проходили. Теперь вот все растаяло. И здесь вон просто нету, вот, нету дна. Ромка уже показывал. Вон где-то есть промерзший кусок, но это скоро все растает. Вон, как мы видим, почти на уровне нашего скоротка все оттаяло. Вот это самый лучший момент.
А тут вот, ну как вы понимаете, вот как вот здесь вот было пройти в Роднях. Ромка вам показывал 1,70 м палку, вон здесь вот 4-метровая палка и нет совершенно дна. Вот такая вот. И здесь было переходить очень и очень опасно. Позапрошлый год мы еще ходили с риском для жизни. Прошлый год уже переезжали вот этот участок на лодке. Просто садились и переезжали. Надеюсь, этот мост, что мы построили, спасет наше положение. Ну, в принципе, чуть-чуть вот не хватило длины. Вот я ставил здесь границу прошлый год, вот эти колышки. Изначально чуть-чуть не угадали. Но, в принципе, здесь уже, я так думаю, пройти можно. По жердочке, по вот таким вот кочкам уже пройти можно. Так, а что мы идем без ружей? Ружья оставили, главное. Сейчас. Все, за раз не получилось. Сейчас сходим за ружьями. Рук не хватило. И вот сегодня два вот таких вот чучела, крякушки, я поставлю где-то здесь на болоте. Вот здесь. На озеро я потом поставлю чучела хохлатой чернити чуть позже. Завтра, наверное. 19:23. К охоте готов. В общем, до того привыкли к минусовой температуре, что плюс 2 градуса, кажется, уже жара. Пока дошел до места, насквозь мокрый, употел. Но вот у меня основное ружье ЧЗ. И здесь вот для подстраховки ружье олень. На всякий случай, или добрать подранка, или так, если в сумерках сядет недалеко чирок. Вот он, эти места тоже все любит. И чтобы не разносить птицу 12-го калибра, попробуем с оленя. Как-то вот так. Смущает, конечно, то, что ни одного перелета уток пока шел не видел. Обычно, когда лед утки идет, пока дойдешь до шалаша, и с озера взлетают, и так с болота. Не знаю, возможно, еще утка не начала лететь. Это, конечно, хреново, но я так думаю, не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра мы все равно дождемся наших уточек. Вот. Озеро самое лучшее. Вот. Ну, можно еще, чтобы метров 5 дальше оттаяло, максимум 10. Дальше потом утка будет садиться ближе ко льду. Даже если я буду выставлять здесь чучела, она все равно будет садиться на середину озера. И тогда уже надо будет ждать. Но бывает, конечно, что сюда подсаживается, но это очень редко. И потом уже надо будет ждать, когда озеро оттает полностью, чтобы сесть в конце озера на сужение, где наша палатка Алтай. Прошлый год у нас не удалось в ней пожить. В этом году, походу, скорее всего, получится та же история. Ну, что поделать. Год на год не приходится. Ну, весна холодная, что теперь? Обломало все. Народ, кто охотился на реке на Печоре, уток они постреляли, конечно. Кто с кустов, кто с песков, кто с чучелами, кто ждали, которой она плывет со льда, с льдинами. На озеро, на болоте у нас в этом году тишина полная. Но мы не сдаемся. Мы 5-й раз сюда заходим, заезжаем. И надеюсь, цифра 5 будет для нас удачной. Все, ждем. 8:30. Пошел дождь. Ни одного перелета, ни одной утки я еще не видел. Кругом тишина. На Печоре тоже не стреляют. Вообще ничего не понимаю. Ну, потеплело уже. Ну, блин. Есть вода. Почему утка не летит? Точно знаю, что утки в море. Утка уже прилетела.
точно знаю, что на севере все закрыто. По идее, она должна быть. Должна, но получается не обязана. Подождем. Сильный дождь пойдет. Залезу в палатку и будем слушать. Я так думаю, часиков после 9, перед темнотой, все равно что-то должно полетать. Ну не может быть. Ну даже при самом худшем варианте, самые худшие годы, такого не было. Зная, что утка есть, утка не идет на озеро. Бред полный. Время без 5-9. Хоть что-то живое увидел. В общем, пролетела стая гусей, штук 30. Высоко и в стороне. Верхом пролетели. Пока наблюдал за ними, начал смотреть в ту сторону. Оттуда они прилетели. Думаю, может, налетят. Со спины 2 утки пролетели оттуда. Ну, тоже высоковато где-то, наверное, метров 40 выше. И прямым ходом куда-то на болото туда ушли. Что-то живое увидел, а так тишина, вообще ничего. Нигде не видно, не слышно. Гусей услышал, они с криком. Если бы, может быть, были чучела, но не, навряд ли они верхом пошли. Это пролетные гуси. Я говорю, вот это болото они что-то недолюбливают. Редко они могут пролететь низко. А чтобы они здесь сидели, такого давненько не припомню. Может быть, лет 20 назад, 15-20 назад, может быть, один раз стайка, здоровая стайка села, штук 50, наверное. Я на следующий год там построил плот, поставил палатку, замаскировал, все с чучелами. Весь год с самой ранней весны просидел. Нифига, несколько уток добыли там и все с Артемом. Мимо. И как-то вот здесь вот посидел в том шалаше на берегу. Тоже гуси налетали. Стрелял издалека. Они где-то над лесом, выше леса вот там вот пролетали. Тоже промазал. Или просто дробь не взяла. В общем, не знаю почему, но это болото гуси не любят. Моросит дождь. В общем, посидим до тех пор, пока видно. Я еще не взял сегодня парку, оставил дома. Вот это, конечно, зря. Если не будет холодно, если не ударит мороз, если что-то будет летать, то мы останемся в палатке на 2-3 часа. Постелим коврик и покемарим здесь, чтобы не ходить туда-сюда. Если будет холодно, если утки не будет, пойдем в избу и придем только утром. Ладно, подождем еще. 9 часов. Шесть уток пролетели. И на Печоре слышно выстрел. А почему-то все утки летят на болото. Но уже хорошо, хоть что-то, хоть какое-то шевеление пошло. Все. 9 часов 1 минута. Дай бог, чтобы это было хорошим началом, а не единичный случай. Еще 2 утки пролетело. Появились ниоткуда, улетели в никуда. Все летят на болото. Минут 10-го. Вот получается после тех 2 и 6. Через 20 минут еще 2. Не густо.
просто оттуда плыть с такой бешеной скоростью и в сторону болота. Ладно, подождем еще. Пока еще немного видно. Когда ветерок, рябь идет, если утка садится, ее видно на воде хорошо. Когда полный штиль, тень от леса, утка садится, ее практически не видно. Но селезня еще видно, потому что он яркий. А так ждем, ждем, ждем. Так, я как посмотрю, видимости уже 0. Озеро немножко, вот лед видать, наверное. В общем, 10 часов. Уток больше не было. Моросит дождь. И не вижу смысла больше здесь сидеть, высиживать. 10, 11, 12. Половину первого где-то надо быть здесь. В общем, на пару часов идем в избушку. Растопим печь. Немножко перекусим, немножко согреемся. И на утрянку вернемся. Опять по нолям. Никто даже не садился. Пролетела стайка гусей. Пролетело 2 утки. Пролетело 6 уток. Еще 2 утки. Все, что было за вечер. Все мимолеты, все в сторону болота. Нигде никакого кряканья. Нигде никакого шевеления. Мертвая тишина. Я в шоке. Такого я точно не припомню. Подождем. Ну вот мы в избушке. Время 23 минуты 11. На все про все. Выход с палатки. Ходьба по болоту до избы заняла у меня 23 минуты. Без моста мне бы пришлось, допустим, убрать ветки с лодки. Лодка спускает, немного подкачать. Дотащить до опасного места. Переплыть. Дотащить до березки. Привязать лодку к березке. Дотопать до сюда. И на все про все у меня уходило где-то минут 40-45 примерно. То есть в 2 раза дольше. Вот по этой причине я частенько оставался там в палатке и часа 3 как бы мерз до рассвета. Особенно это в начале мая. Сейчас середина мая практически, как бы ночь короче. Что там, ну 2 часа темноты, мерзнуть в палатке тоже не айс. И благодаря мосту можно быстренько перебежать, погреться в избе, перекусить, согреться и уже тепленьким на утреннюю зорьку. Мост в этом случае помогает очень и очень. Вот, ну что, растапливаем печь. Короткий перекус. И через пару часиков на утрянку. Уток нет, но мы не теряем надежды. Как говорится, держимся до последнего. Сейчас попробуем 32 калибр. Что-то даже вроде подранилось. Поплыло к берегу. Время час, друзья. Опять на посту.
только накидал патронов сюда вот приклад. Думаю, пока темно, посижу с 32-м, если рядом что-то сядет, попробую с него. Ну вот, только об этом подумал, глянул, уже сидят. Волна идет. То есть сам момент посадки даже не заметил. Ну, думаю, что же ружье менять. Выстрелим с того, что приготовили. А тут метров 40-45. Походу чирки это были. Вон, чирок тюркнул. Вот и сделали мы наш. Еще что-то пролетело. Первый выстрел с 32-го калибра сделали. И кого-то даже подранили. Если не уйдет, потом доберем. Так. Теперь надо разобраться так. Это было вперед. Когда вперед, получается, стреляет нижний ствол. Когда на себя, получается верхний. Я думал, почему-то наоборот. Так, сейчас стреляли мы с нижнего ствола. Так, на себя. На себя. Так, ну что, вот и сделали мы наш первый выстрел. Часика 2 провел в избе. Не стал сидеть всю ночь. Только-только вот пришел. Ровно час было. И поменял оружие. Ну что, какие чувства у меня от первого выстрела 32-го калибра. Как будто бы с игрушечного оружия выстрелил. После бабах. Тыщ. Как-то интересно даже. Ну. О. Раз, два, три, четыре. 4 утки. Так, ладно. Оставим это ружье у нас на добивание подранков. Не будем баловаться. Достанем-ка нашу чизетку лучше. Надо привыкать к коллиматору. Баловство это все потом. На добивание подранков лучше. Все. Наготове тяжелой артиллерии. Ждем. 4 утки пролетели. Дай бог, может быть, что-нибудь да полетает. Кого-то я подранил. Скорее всего, это чирочек. Ладно, друзья, ждем. Чирочки. 4 штуки. Прямо над головой пролетели. Пролетели в одну сторону. С разведки вот еще летят. Сели.
Блин, садились еще 4. Но не видно было. Хоть что-то зашевелилось. Все, друзья, ждем дальше. Была возможность, конечно, была сейчас хорошая. Сели черки. Пока я взял 32-й, еще стайка подсела. В итоге, пока менял ружья, спрятался, они подплыли вон метров 15 от шалаша. Заметил светленького самца одного, вот, селезень черка. Готовый. Потом подсели еще 4 утки, но я их не видел, они улетели. Ладно, ждем. Где-то свистнул чирок. О, выстрел на печоре. О! Пролетели над головой. Разведчики сейчас крутанутся. Или улетят, или сядут. Одно из двух. Это походу мимолетные какие-то. Мимо пролетели. О, еще 2 черка. Еще 2 черка пролетели. Ну давай хоть чирочки. Чирок хоть мал, золотник, это дорог. Самая вкусная утка. Тоже мимо. 2 часа. Утро, которое так обнадежило. По темноте начали летать черки. 2 раза садились. 3 даже получается. Добыл одного чирочка. Это точно. И там еще один подранок. Если удастся добрать, то будет 2. И все. В течение часа 2 еще прилетели, и все. Ждем дальше. Моросит дождь. Хорошо, что Ромка хоть в избушке парку оставил. Одел парку, потому что, ну, чтобы не мокнуть. Вообще никаких движений. На Печоре тоже тишина. Подождем. Может, что-нибудь еще прилетит. Озеро расширяется на глазах. Сегодня, я так думаю, метров на 5, если заморозков не будет, а их уже навряд ли будет, потому что ночь теплая была, плюсовая. Метров 5 озеро прибавится. Это, с одной стороны, хорошо, будет куда сети поставить, но с другой стороны, утку уже придется стрелять издалека.
Ну вот с коллиматора научились стрелять. 4 сели. Одного самца выбрал. Вот. Вот он, билет, парус одинокий. Янцкаден. Вторая за утро. 12-й. Пятерочка. Так, ну это уже Янцкаден хорошо. Ну, хоть что-то началось. Так, время 2 часа 3 минуты. Вот еще. В общем, друзья, конкретно полило. Время уже 4 час, где-то примерно половина 4. Уток нет. Вот то, что на рассвете вот в сумерках полетали, и все. Еще немножко подожду. Я обычно сижу до 3, но хочу попробовать подождать до 6. Озеро открылось, может быть, прилетит хохлатая чернить. Если она прилетит, то в принципе она не такая шугливая. Можно будет аккуратно выйти с палатки и попробовать добыть. Вот. А так в палатке дождя нет. Немножко покемарю, пожалуй, с полчасика. Что-то начало рубить, потому что не спал, вот и рубит. Часиков до 5, наверное. Покемарю, потом полчасика подожду. Как дождь пройдет, надо будет накачать лодку и достать уток, пока воронье не утащило. Все. Тихий час. Так, время у нас 4:30. Конкретно начал замерзать. В общем, думаю, на сегодня пока хватит. Пошли накачаем лодку и попробуем достать наших добытых уток. Потому что если оставить это дело до вечера, воронье растаскает. А этого допустить нельзя. Опасно, конечно, кромка льда острая. Но попробуем аккуратно. Пошли, хватит все. Ни одной утки больше не пролетело. Все оставляем. Берем только оленя 32-го. Может быть, получится добрать подранка того первого. И все. Пойдем накачаем лодку. Все. Утрянка закончилась. Погодка, конечно, не минус, но дрянь. Так, ну что, подранка нашего не видать. Или ушел пешком по болоту в лес куда-то, или уже кто-то утащил ночью, или ястреб, или сова. Вот еще у нас одна небольшая переправа. Тут тоже хотел сделать мостик, но только одна жердочка. Ну ничего, одну еще поставим рядом, и уже можно будет пройти. А то так проходить здесь было очень и очень опасно. Вон здесь уже озеро, и здесь типа ручья тоже проходит.
как бы опасно. Сейчас, наверное, так и сделаем. Жердочку сюда одну кину. И попробуем перейти здесь намного ближе, чем вот там круголя нарезать. Попробуем пройти напрямую. Вон сколько, друзья, клюквы осталось. Никто осенью, видать, не собрал. Очень много клюквы здесь. Будет время, если можно, пожалуй, будет пособирать на мортик. Вот ее сколько здесь. Вон, видите, да? Вот, витаминчики. Крупная, хорошая клюква. Вон ее сколько, видите, да? Вон. Прямо все усеяно клюквой. Пока холодно, прохладно. Она как свежая. Потом солнышко выйдет, будет тепло, жарко. И она, конечно, все испортится потом, но пока ее можно собрать. Вкуснятина. А подранка мы потеряли. Тут я выстрелил вот с этого оленя. И, видать, мощей не хватило. Он поплыл сюда к берегу и спрятался. Ну, сейчас накачаю лодку. Проплыву вдоль берега. Может быть, он где-то затихарился в траве. Если вот так. Тут ходить опасно очень. Вот так вот. Если они здесь вот где-то он затихарился, то его сразу и не найдешь. Вот наши две утки, два черочка добытых. И один черочек где-то должен быть здесь. Был под ранком. Если бы дошел, он бы дошел, видно было бы. А так, видать, куда-то заныкался. Пойдем сейчас накачаем лодку и попробуем поискать. Вот такой вот наш мостик уже завалился на одну сторону. Потихонечку проваливается в болото. Я просто не представляю, как мы здесь раньше проходили. Тут просто трясина. И по этой трясине, по кочкам, по травке прыгали. Но мне кажется, тогда лучше ситуация была. Сейчас вообще уже вон труба. Ну, сейчас вот это до конца лед растает. Оно сядет в болото. Бревна будут на уровне. Надеюсь. И все будет шикарно. Ладно. Пошли за лодкой. Вон гуси летят. Ну, высоко-высоко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14 гусей. Пролетели прямо над шалашом. Но высота. Ну вот, если взять дерево, поставить на него второе, выше еще будет. Это получается метров 80, наверное, 100 от земли. Это самая низкая стая, которая сегодня пролетела. А так гуси немножко полетали. Главное, вот эти только над болотом пролетели. Все вот летят в этом направлении, чисто на север. И все, то над тем лесом, то над этим, над болотом мало кто пролетает. И ни одной стайки, чтобы которая спустилась бы отдыхать. Видать, вот это болотце, что здесь есть, оно мелковатые для этих гусей, им нужен простор, чтобы быть в безопасности. Так, но тем временем мы накачали нашу лодку. Лодка Уфимка 22 вроде бы. Покупал я ее
Да, Уфимка 22. Покупал я ее в далеком 2004 году еще. Помню. За 3000. Ну, 2900. 100 рублей был ремкомплект, который мне так и не понадобился. Это при том, что я деньги давал заранее, и человек, который занимался этим бизнесом, купил мне, ну, почти по закупочной цене. А так они в магазине где-то стоили, допустим, ну, 3200, 3400, где-то так вот. Вот в этом году заклеил одну дырочку. Прошлый год здесь на месте заклеили, на суперклей она отвалилась. Сейчас поставил на клей момент. Не знаю, сколько выдержит. Вот пока держит. Потихонечку спускает по клапанам. Ну, а служила верой и правдой уже, получается, 20 лет. 20-й год. Так. Ну что, моя пристань еще не оттаяла. Обычно я вот там чуть дальше. Твердый берег и сразу озеро. Тут немножко далеко до твердого берега, но попробуем. Берем с собой одностволочку. Ружье пятизарядки не стал таскать, а это как раз небольшое ружье. Добрать подранка, или если где-то что-то сядет, выплывет. Ружье олень. Так, ну чё? Так, вот так вот. Это дело вот так вот сначала. Съехать-то я съеду. Как я буду заезжать сюда? Вот это вопрос. Потому что здесь вот уже берега нету. Здесь вот уже озеро. И здесь вот это качает это все. Если я до сюда вот доеду, доберусь, то возможно. Так, все, я здесь, наверное, пожалуй, уже смогу оттолкнуться. О, Господи, благословен. С Богом. Так. Мы в лодке. Теперь берем вот так вот два весла. Не так толкаемся, чтобы не сломать. Обратной стороной вот так. И помогаем. Так. Ну, все. Вроде отчалили. С открытием озерной навигации. Так, проплывем возле берега. Может, все-таки найдем нашего подранка. Запросто он мог спрятаться под такую траву, и его не найдешь. Сегодня надо будет приготовить пару сеточек и закинуть в озеро. Может быть, что-нибудь да попадется. Так, ну, где-то он, скорее всего, ушел по берегу. Это хохлатая чернить остается на озере, ныряет, прячется. А кряковые, они уходят берегом подранки в лес, в лесочек. Так, вот начало озера. Вот тоже тут перышки, но это у Ромки Новоселезня, наверное. Не видать. Там что-то перышко, там перышко. Не видать. Куда-то заныкалось. Ну ладно, пойдем. Бог с ним. Значит, не наша. Значит, не наша. Наши две утки вот там. Возле льда. Пойдем их доберем. Так. Самое главное сейчас не
проткнуть лодку об этот край льда. А ветер-то у нас как раз туда сносит. Вот она одна утка, вот вторая. Как-то надо вот так вот. Как-то надо вот так вот. Потихоньку, потихоньку быть готовым к отплытию. Так, вон. Вот он, черочек. Видно, да? Какой он маленький, господи. Вот. Вот черочек, это которого я добыл ближе к палатке. И вот второй черочек. Этот, скорее всего, трескунок, потому что он маленький. А этот свистунок, наверное, или потому что он чуть-чуть больше. Так, давайте отплывем сначала от льда, потом будем разглядывать. Так, вот уток добрали. Нет, это оба свистунки одинаковые, просто это чуть-чуть вроде покрупнее. Вот два черочка. Сегодняшняя моя добыча. Так вот. Ну, начало есть. Дай бог продолжение будет. Инскаден. Так. Давайте попробуем обратно. Так. Переворачиваем весла. И раз. Так. И раз. И раз. Вот так. Вот. Так. Немножко. Еще чуть-чуть. Нормально. Вроде добрались. Все. Теперь аккуратно берем веревочку и аккуратно выходим. Все. Ну, на берегу. Ну и все на сегодняшнее утро. Собираемся, идем в избу, завтракаем и ложимся спать. Утро вечера мудренее, вернее вечер утро. В общем, на улице проливной дождь с утра, но все равно все запланированные дела я сделал. Съездил еще, привез березки немножко, чтобы уж точно хватило на весновку. Не знаю, как весновка, но дня 3-то точно порвалась цепь. Так бы еще не напилил, но привез только 3 чурки. В общем, насквозь промок. Съездил до конца озера, там поднялось 2 кряква. Посмотрел тут плот, трясина, но пройти можно. Озеро там открытое, так что если Ромка приедет, можно будет работать на 2 фронта. Ромка пока не приедет, потому что сейчас он работает, а на выходных он едет в Ухту. Ну, в принципе, мы уже поужинали. Как бы были замечания, то, что я кушаю, выпиваю, чавкаю. И как бы многим это неприятно. В общем, кушал я сегодня без съемок, чтобы никому не портить аппетита, оказывается. Ладно, бог с ним. С кем-то мы общаемся, выпиваем, а кому-то это, оказывается, раздражает. Ну ладно, не под чью дудку я, конечно, плясать не собираюсь, но как бы, если делают замечания, то, пожалуй, немножко почавкаем. И, пожалуй, немножко еще маханем. Так. Мы же не в ресторане, в конце-то концов. И мы не такие
чистюли-то аж уже это, ну их на. Мы простые русские мужики. Кого-то раздражает то, что мы едим с одного котелка, видите ли, как пишут, чью-то слюну мы кушаем. У нас все просто, мы без всяких там. Так, это все, ладно, не будем ругаться. Мы живем, как живем. А наш канал показывает нашу жизнь такую, какая она есть. Если мы живем так, значит не будем жить по-другому, это точно. Что бы там ни писали, что бы там ни говорили, все это ерунда. Вот. Очень много, конечно, было запланировано на весновку. Прошло 9 мая, праздник Победы, нашей Великой Победы. И как бы было запланировано то, что здесь будет Володя. У Володи отличный голос. И мы здесь под караоке споем песни. Кто подписан на мой телеграм-канал, пару песен на телеграм-канал я залил, которые мы спели, к сожалению, не в избушке, а уже дома, потому что выпал снег 8-го. Испортилась погода в край, и мы выехали, здесь немножко посидели, домой приехали, там немножко посидели, попели. За День Победы много песен было спето, конечно, но это все не то. Возле костра было бы, конечно, круче. Не знаю, когда выйдет этот ролик, какого числа, но 21 мая день рождения у Алексея Мандрейкина. Так что от всей души поздравляю Алексея с днем рождения. Желаю крепкого здоровья. Самое главное, чтобы было здоровье. Остальное все будет. Ну, удачи по жизни. Чтобы все получалось. Здоровья родным и близким. И мирного неба над головой. Это в данный момент сейчас все это актуально. И этот бокал, Алексей, я поднимаю за твое здоровье в твой день рождения. Не знаю, когда выйдет ролик, но я постараюсь его залить 21 мая. Дождь поливает. Осталось, поставил будильник на 5:30, 17:30. Независимо от того, прекратится, не прекратится, надо будет приготовить пару сеточек и закинуть в озеро. Часть озера уже открылась, так что если вся рыба не задохнулась от нехватки кислорода, то мы, надеюсь, что-нибудь поймаем. Я так думаю, пара карасиков все равно будет, карасей не задыхаются. Но если повезет, то может быть щучка влетит в сети. Все это будет. Сейчас, в общем, поужинали уже. За здоровье Алексея маханем и ляжем отдыхать. Печка в режим, ночной режим уже пошла работать. Без жары, чисто шается, сырая березка. Я думаю, 7 часов нам хватит отдохнуть. Так что еще раз с днем рождения, Алексей. Будь здоров и будьте все здоровы, которые смотрят наш канал. Будем. Крепка наша оборона. Кому интересно, что я кушаю, это тушеные макароны с тушенкой, сковородки, и остатки сладкие. Вон. Остатки гуся, вот шейка осталась. Гуся смолотили, очень вкусно поели дома. И остатки мне Валентина положила в контейнер. Говорит, на, рыба к рыбе, дичь к дичи. Кто бы что ни говорил, то, что с собой не надо брать. По крайней мере,
2 черка я сегодня уже добыл. Начало есть. Съели целого гуся, добыли 2 черка. Ну, вот. Ну ладно. Одному, конечно, скучно. Но здесь в тайге этой землянкой скучать некогда. Все сделано. Главное есть дрова, главное есть еда. И главное, мы подсохли то, что сегодня насквозь промокли. Впереди вечер. Дай бог хотя бы, чтобы дождь прошел и все будет хорошо. Все, всем спасибо, друзья, за внимание. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Не забывайте про Яндекс.Дзен. Там ролики выходят на 2 дня раньше, в 17 часов. На Ютубе на 2 дня позже, но в 16 часов. То есть кто-то, если посмотрел ролик на Ютубе, скажем, вчерашний, сразу же переходите на Дзен, и вы смотрите уже следующую часть этого ролика. Как бы удобно. Допустим, можно в один день посмотреть сразу 2 части. Вот. Ну и кому интересны кадры без цензуры, смотрите это на телеграм-канале. Ссылочки на Яндекс.Дзен и телеграм-канал тоже есть в закрепленном комментарии. Все, бурвой, я ложусь отдыхать. Увидимся вечером.